Армысыздар, құрметті көрермендер. Түгел лайф YouTube арнасы. Бүгін бізде 4 қонақ келіп отыр. Байтерек футзал клубының команда басшысы Сергей Любавин, қақпашысы Далтон Антонио Вужанский Лок, Ағедір Мадияров және Ғазиз Нағашыбай ойыншылар. Қош келдіңдер жігіттер. Рахмет. Көптен бері жоспарлап жүрген кездесу еді. Бүгін негізі маусым, в начале сезона же планировали, да? Не получилось. Көріп жатыр ойындарын, молодцы жігіттер. Тағы да қош келдіңдер. Давайте бастайық. Сергей Александрович, как вообще? Я, например, помню, как этот Байтерек создавался, клуб. Вы сами вкратце расскажите, как вообще, чья идея была, кто инициатор, откуда первые деньги. Я помню, первая команда, которая была в этом на магазин Урале, в столовом, после тренировок все собирались, там обедали. Всех приветствую. Футзальный клуб Байтерек развивался таким образом. Я находился в России в отпуске. У сестры был в Московской области, в город Твери. Мне позвонил Шахаров Асхат Барлешевич. Тогда Байтерек аким был. Да, он аким был Байтерекского района, откуда я родом. Вот, он был там аким. Мы общались постоянно на протяжении, с семьями общались с его детьми. Вот тоже там футзал у нас был в этом переметном тоже. Туда ходили, они занимались, вот. И он предложил, говорит, как приедешь, зайди, говорит, ко мне. Я говорю, ладно, хорошо. Вот, он мне говорит, я, говорит, хочу команду на премьер-лигу. Тогда первая лига была, да? Нет, премьер-лига, да, была. Я говорю, премьер-лига что, первенство города? Он улыбнулся, нет, говорит, Казахстана. Я говорю, ну, такого быть не может. Он говорит, ну, посмотришь, говорит. Я говорю, ладно. И все, неделю проходит, мне помощник его, Данияр, Данчик Умарович, Данияр Умарович, Дуйсалиев, вот, говорит, все, Саныч, давай, у нас мало времени, скоро начало чемпионата, надо создавать команду. Ну вот мы из кого есть, там Петя Новеньков, Сергей Шевцов, который сейчас помогает Николаевичу, вот, Ром Багаудинов, вратарь. Потом, ну, Кайрат Хожантаев, всех не буду перечислять. Коля Забродин. Вот, мы приступили к сборам. Сборы у нас проходили в Айтиево, СК Урал, где сейчас тренируемся. Вот. Кушали вот мы в столовой возле стадиона Акжейк. Там столовая была, Акжейк кафе называлось. Да. Вот, там и обедали, короче, и ужинали. Двухразовые тренировки были. Петя был как тренер, играющий сам. Вот. Ну, играли вот в первый, да, день, получается, ну, как бы за инициативу, за энтузиазм, за область. Ну, пока без денег начинали играть. Вот, как бы с голыми амбициями. Вот в течение полгода играли, ну, без денег, получается. А потом уже, когда все вот это сделали, проект, бюджет, тогда уже каждому и контракт дали, и все выплатили, и премии, все как положено. Вот. Получается, первый тур у нас мы принимали тогда Окжетпес, Кокшетау. Там Парух Беке отыграл. Ну, многие футболисты вам знакомы, да. Вот первую игру мы играли дома, мы проиграли 6-5 первую игру. А второй матч они нас 7-4 обыграли. Ну, очень много людей пришло посмотреть. Ну, считаю, такого. Последнее поколение был только Тайпак. Футзаль, да. Вот. Очень много людей было, сразу там заинтересовались многие. Вот. На сегодняшний день вот уже 5 лет прошло. Вот уже сейчас пойдет 6-й год. Команда сформирована с хорошими игроками, тренерами, тренерский штаб, инвентарь. Вот сейчас ждем нового зала ЖАИК, когда нам одобрят уже, чтобы мы, да, переехали, тренировались, сборы проходили. Скорее всего, это будет с мая месяца. Ну, как сезон закончится, уже сборы будем там. Вот. Ну, в данный момент, что хочу сказать, команда сформирована, укомплектована. Сейчас еще 2 позиции закроем. Дай бог, на второй круг. Уже будет у нас сплоченная, сильная команда. Будем добиваться больших высот. У нас задачи всегда высокие стоят, но нам нужно в 5 попасть, чтобы на плей-офф там с равными соперниками сыграть.
Вот. Мгм. Спасибо. Ага, спасибо большое. Да, я тоже сам помню. Первый логотип даже помню. Вот это мой знакомый его сделал. Вот такой логотип. Зеленый Он такой такой, с надписью. дерево такое, он такой, Это ни вот у до кого этого, не был. А? До этого, который, да? До этого, да, да, был логотип. Он такой приклеенный был, прям это. И Данияр к нам забегает. Это мы с каждым годом его. Я тогда в Акжайке работал. Данияр забегает, Дюсалим. Такие, так надо вот это сделать. Мы даже ничего не придумывали, короче, как-то в интернете нашли. А нет, он сам привез. Вот на это надо байтерик написать. Мы как-то сделали байтерик. С ним 4 года на это. Да. 4 года отыграли с этим логотипом. Потом Фат еще, давай, говорит, разработаем. В позапрошлом году разработали, а в этом уже усовершенствовали, нам вообще профессионалы помогали. Да. А Вот. вы Ты чё? этот, говорили Тайпак. Это этот, Петя у вас был. Петя, да. Я помню его в Тулпаре еще. Это какой? 12-13 Да, год. да. Да. 11-й, Он 12-й. светловолосый. Да, да, Он светлый. тогда выделялся, да, я помню. Вот 3 года он это существовал, этот клуб Тайпак. И вы вроде в этом, да? Найти его принимали. Найти его, Да, да. но то, Мне когда кажется, еще... Ты приезжал, да? Вроде ты. Я вообще щеглом-то был лет 16, Тогда еще 17, наверное. Игита приезжал к нам, а тогда еще он в топе был. Это в этом... В Тулпаре, когда играл, еще приезжал. А, Игита? Не, Да. да. Тоже в Тулпаре не было. Или с Кайратом я приезжал. Он с Кайратом был, С наверное, Кайратом скорее приезжал. всего. Ну, как-то я присутствовал на этой игре с Тайпаком. Да. Тогда найти вы играли. Ну, давайте чуть-чуть даже отойдем, потому что есть гости наши, кунактар бар. Давай, Далтон, с тебя начнем. Добро пожаловать в Казахстан. Когда ты приехал? Откуда ты про Казахстан узнал? Я приехал в Казахстан в 2017 году, 2017. Тогда еще был- байтерик не существовал. Да, нет, 19, да. Ну, по Казахстану уже знаю давно, да, в Кайрат команда, да, Тулпар тоже. В Бразилии много, которого знает про Казахстан, да, именно футзалисты, да. М. И вот когда было это приглашение, да, в 2017 году, я сразу, ну, был такие же настроения и желания приезжать. Ну, просто я не знаю, что за команда, да, Житсу. Да, Житсу мы пригласил, я не знаю, что за команда. А я играю там в Бразилии в команду Муарама. Вратарь был Жероним. А, Жероним? Вот видишь? Ну, ты тоже знаешь. Жероним играл в Кайрат Тулпар, и его бывшая команда был в Житсу. А он говорил, да, вот это была моя команда 2-3 месяца назад. Ну и что, как там? Ну вот, так. Он все объяснил. А он мне сказал, у тебя 23 года. Потерю ничего, иди там посмотреть. Шанс есть, посмотрим, как будет. И если не получится, потом ты верни в Бразилию, и все. Я говорю, ну, хорошо. И это был хороший совет, который он мне дал. И уже прошло 7 лет, да. И все. 8-й сезон, да, Это 8-й сезон, да. А кроме Житсу, Орда играл, Кайрат играл, Тулпар. Я Житсу, потом был Атрау. После Атрау Ордабасы. Ордабасы заново Житсу. Да, и теперь в Байтерек. Значит, получается, тебе нравится тут, да? Да, ну, Как да, тебе? нравится, конечно, да. как? Да, ты не можешь жить в месте, которое ты уже не Ага. такой, да, привык и не понравится, Ну, ну, конечно. Холод как? Ну, нормально же, ну, как его, привык, да. А с Игитой, с нашим сборником, который из Бразилии, ты связь держишь? Да. Ну, не могу сказать, что так каждый день, да, разговариваю, ну, нормально. Сейчас Гита, Дуглас, даже у Кака, когда ему увидел прошлый, это был в мае, по-моему, в Астане, там на Yellow Cup, Я... да. Тоже мы там посидели, разговаривали, так, ну, только так, не так часто, да, на связи, но нормально. Добро пожаловать еще раз в Казахстан. Спасибо. Ждем побед. Ғазиз, өзің туралы айтып жіберсең бір ауыз сөз. Аяқта тудың, қашан келдің байтерекке? 2-ші жыл ма, 1-ші жыл Мен ма? өзім Ақтөбеденмін. Ақтөбеде Шалқар деген қаласынан. Мен футзалға сол Ақтөбеге оқуға келгенде келдім. Футзалға сол бізді үйреткен. Қазір Ақтөбенің молодежь тренері бар. Серік Сансыбаев Умбаев деген. Сол үйретті футзалды.
2017-2018-де бастап сол Ақтөбенің U21 деген командасында ойнадым. 21 жасқа дейінгі командасында. Сонда бір жыл ойнап, кейін сол қаладан, Ақтөбеден Інжу деген команда ашылып, профессиональный команда. Чемпионатқа қатысты, біз сонда ойнадық. Бір сезон сонда ойнадық. Одан тағы бір сезон пауза беріп, Рахмет деген команда ашылып. Пока любительский ойнадық ояқта. Енді любительский команда болды, Рахмет деген. Одан кейін барып, 1-2 жылдан кейін профессионалный неге шықты, чемпионатқа. Сосын сонда ойнадым 2 жыл. Бірге кубокты, финалына бардық, 2-ші орын алдық Рахметпен. Сосын Бәйтерек келдім, уже Бәйтерек 2-ші сезонмен. Қалай Орал? Орал жақсы. Екі араның айырмашылық жоқ қой, қалай екі араның ортасында? Иә, Орал Ақтөбе бірдей ғой, уже разница. Погодасы бәрі бірдей. Демалыста барып тұрам Ақтөбеге. Әреділ, саған да осы сұрақ. Орысша, қазақша? Орысша? Давай. Сам я из Караганды. Родился, вырос в Караганде. Первые шаги, можно сказать, делал футзальные, мини-футбольные в Тулпаре. У нас тренера тоже там. Дьяченко Александр Васильевич, Юрий Валерьевич и Николаевич. Наши тренера там были. Вот с ними начинал свой путь, можно сказать. Они меня довели. Раньше чем только не занимался. В детстве-то всегда там и теннис, и настольный теннис, и там борьба, тэквондо. Все было. Но когда именно пришел в Тулпар именно, в мини-футбол, и уже никакого желания больше не было ничем заниматься. Даже где-то и учеба уже как-то проседала учеба. Раньше вроде учился где-то нормально. Мама старалась, чтобы я всегда, вот, учеба у меня была вот на первом месте? В приоритете. А потом она когда видела то, что уже все, я уже там к футболу больше пошел, и она сама даже уже, как-то где-то чуть-чуть, воевала со мной, но потом отступила. И все, вот футболом как заболел и начал. Была потом мечта такая, она стала целью. Я видел, как наши там бразильцы были, местные, когда играли. Они были на уровне легионеров, можно сказать. Когда Чина Синманов тогда, Даур Нургожин, Довгань, Грибонос, Першин, Таку. Все они карагандинские? Да, они все, когда в Тулпаре играли, они были условно как легионеры. Чина вообще 2 раза признавался лучшим игроком Казахстана. Когда они играли, честно, ты видишь то, что это твои же местные ребята, и то, что они играют так. И уровень, да, уровень, и в сборной, как они еще и в Лиге Чемпионов, когда себя показывали. Это вообще было. Тренер Амиржан. Да, и тренер Муканов Амиржан Абзалович. У нас тоже у всех была такая цель, чтобы попасть туда. Мы стремились, у нас тоже было молодых очень много. Мотивировал, да? Можно так сказать. Это да, была большая мотивация попасть в команду, тренироваться с ними. Мы там, по моей даже так ситуации было. Я помню, в школе учился в 11 классе, кажется, в 10-м, в 11-м. А у меня первый выезд должен был быть за Тулпар, в Тарас. А тренировки у нас в 11:30. А в школе не отпускали. И я думал, что же делать? Хорошо, у меня там, одноклассники нормальные. Я сел, говорю, в конце отдал, говорю, кто на последней партии, говорю, сейчас, говорю, скиньте мой рюкзак, говорю, через окно. А я, говорю, отпрошусь типа в туалет, и потом подойду, говорю, снизу, и вы мне, говорю, скинете. Я такой, все, говорю. А я в казахском классе учился, говорю, Маль, можно в туалет? Он говорит, только же урок начался. Я говорю, что-то, сильно, что-то, говорю, побаливает, говорю. Что-то не то сел. Она говорит, да, хорошо, иди. Я такой, хорошо, а у нас вахтерша. Короче, куртку не дает. Говорит, типа, давай, пусть завуч напишет то, что ты действительно. Я говорю, честно, у меня зуб, говорю, болит. Вообще, говорю, надо было что-то импровизировать, придумать. Она такая, ладно, иди. Я такой, шук. Пацанам быстро звоню, они быстро скидывают. И у меня пятки сверкали, я просто убежал, и все. Вот такая любовь у нас была к футболу, и вот так вот. А потом ничего не было в школе? После приезда? Да, там уже... Забыли? Да, там поругали, там сказали то, что так нельзя, и все. Я даже уже, честно, не помню, мне главное было выезд, поехать. Сергей Александрович, видите, в Караганде был Тулпар, и... Он и есть. Сейчас есть. Есть. Возродили его. Возродили, да. Но, смотрите, в отличие от нас, у них вот базовые футболисты выросли, что в Ақтөбе, что в Караганда.
В отличие от нашего города, у них есть школа. И у нас, слава богу, потихоньку, вот это, как вы говорили, многие ребята, которые начинали, первые, которые в 2019 году, уже многие уже тренерами стали. Сейчас у нас своя академия есть. Как там в академии дела? Когда создали? Сколько ребят тренируется? Академию создали в 2021 году. Она обязательная должна Она, да, по сертификации она обязательно. Вот. У нас, получается, все возраста. На момент открытия академии мы за месяц собрали 200 детей. Ну, со всего города, получается, с области. в Там. 21 году. Да. У нас, получается, 10 тренеров работают в академии. У всех сертификаты, лицензии, все как положено. Вот. У каждой группы у нас вот по возрастам выступает в премьер-лиге чемпионат Казахстана среди детей. Вот. У нас, получается, в прошлом году Ю-19 стал чемпионом Казахстана. Сейчас на данный момент Ю-17 на первом месте идет. Асхат Хайрулович Мажит. Мажит, Да. Мангуст. Ю-19 у нас Асет Нургалиев, тренер. Асет Канатович, вот они на третьем месте идут. Потом у нас Ю-15, это Забродин Николай Михайлович. Они в шестерку входят, там 18 команд. В шестерку входит, вот. И Ю-13, Уталиев Руслан Валиханович, да. Они тоже там замыкают шестерку. Там много слишком команд, около 20. Ну, результат академии неплохо выглядит в данный момент. Хорошо работают. Результат пошел. Ну, вначале тяжело было, а сейчас уже вот на третий год пошел, четвертый даже. Уже есть результаты. Кого-то вызывают в сборную уже. Прогресс улучшается прям заметно. Ю-21 Аскер сборной, да? Аскера вызывали, потом Абзала вызывали, Да. Аскар Саялуши вызывали. До этого вызывали Нурина Алишера, Ильяса Буликбаева, Алмаз был, да? Алмаз Максутов, да. Ну, уже вот поколение идет, уже человек 6 уже вот за 2-3 года уже призывали в сборную. Это о чем говорится? Ну, то, что растут на одном месте и как бы не стоим, работаем. Филиалы у нас есть по Филиалы. районам, да. В каких районах филиалы есть? У нас есть филиал в Жингале, Касталовка, Жемпиты. Вот пока 3 филиала. Вот. А в Женбек? Ну, А. там супер новость в Женбеке. Да, вот планируем еще дальше, может, в Аксае будет, Женибек еще, потому что в Аксае, Бурлинский район, очень много детей. Вот. Потихонечку сейчас начнем. Енді ойыншыларға бір сұрақ. Енді көрдік, әлеуметтік желіден қарап отырамыз. Аудандарға барушысыздар да, мастер-класстар өткізушілер. Өткенде Жымпитыға барып келдіңіздер. Жанғалаған. Далтон, ты не ездил по мастер-классу в районе, в поселке? Я был, но только в город. В городе они в городе, были. да. Ага, в городе как дети? Как вас воспринимают для них? Ну, принимаю хорошо, у нас приятно, да, конечно, да. Ну, там проводили это мастер-класс. Ну, нормально. Мадияр, Азиз, Мен барып көрермін әлі. сіз бармадыңыз ба? Я могу дополнить. Так, я могу рассказать, когда мы приехали в Жемпиты, Алда, ну, Сырымский район, вот, Жемпиты, получается, у нас было 6 человек, и хочу сказать, Нигебу, ну, Нигу. образ, да, Нигебы, вот, детей впечатлил, ну, потому что вид, ну, то, что они не видели, они там, люди с Экзотика. поселков не выезжают, для них это дико было. Они просто вот на протяжении 2 часов, они с ним только фотографировались, возле него там стояли, там, ну, интересно вот был именно им. Там я, там, Алихан, мы неинтересно, ну, кто мы там, образно я говорю. Ну, именно вот Нигеба, не знаю, вот запомнился прям он им. Вот. Ну, Весь день они и- возле него были. Ну, И он сам когда довольный, празднуют, такой счастливый. Он еще с ними потрещал там, посмеялся так. Вот. Мадияр, Мастер-класс прикольно, все равно ты приезжаешь, и дети ждут. Они смотрят на нас.
Я что хочу заметить, сейчас вот приезжаю, вот так, филиалы, допустим, по городу. Уже дети такие уже в экипировке там, красивые, у них уже все доступно. У них по 2 тренера работают. В наше время, допустим, мы там приходили, кто-то себе там возьмет новую футболку, да ну, там у тебя Бразилия, там Роналду, Роналдинho, там я помню, Джерард, там ты ходишь, о, нифига, у него Дрогба, так, и ходили. А В сейчас чём? все дети вот приходят, у них все, единая экипировка, Своя, да, 2 тренера. У нас один тренер, там бывали и такие, кто приходит просто там. Это где-то я тренировался, не помню, в одно время, потому что в Тулпаре ты потренируешься, у тебя еще во время каникул есть время, и тебе надо это время куда-то еще, там, друзья зовут, например, ты пойдем с нами, там, потренируемся, и ты идешь в большой футбол, там тренера вот так берут, просто мяч кинут, и что хотите, то и делайте. А сейчас везде вот так посмотришь, 2 тренера, все, везде там организовано, Конспекты, да. программа. Все уже приходит, все, организация есть. И для детей уже просто там им главное тренироваться, не надо ничего выдумывать. Просто тренируйтесь. И То же самое, как в школе. Да. раньше для нас не было такого там мастер-классов, там, чтобы кто-то пришел. Ты просто приходишь на тренировку, там смотришь, как старший занимается, и ты такой уже, о, Их прикольно. только на игре только видишь. На игре там или на тренировке там, или после тренировки. У нас в Тулпаре такая атмосфера была, мы тренировались, и после нас старшая, основная команда приходила. Мгм. И мы все уже друг друга знали, у нас комплекс свой там, такой же, как. Как наш. Ну, в принципе, да. Ну, там все друг друга уже знаем. И с детства вот так, такая атмосфера Футбольный. была. Не то, что футбольная, такая домашняя какая-то вот, родственная, и все друг друга уже знали с детства. Не так. Азиз, сен күні кеше үлкен футболға келдің ғой. Сен бала күнінде Ақтөбеде мысалы сондай мастер-класстар немесе бірдеңе өткізіліп тұрды ма әлде Арел сияқты? мастер-класс пока шақырған жоқ, мен пока бара алмай жүрмін. Бірақ бізде де сол ғой, сол жаңағы біздің кезімізде болған жоқ. Қазір бәрі не жағдай жасалған, аяқ киім даже бәрі бар. Біздер даже аяқ киімді қай жақтан сатып алатынымызды білген жоқпыз ғой, мысалы. Қазір бәрі бар. Ондай специализм магазиндарда болған жоқ дейсіз көпті. Иә, енді ол жақта размер болса болады, болмаса онда жоқ қой енді. Пока андай базардағы кетумен жүре бересің. Давайте еще раз вспомним, Сергей Александрович. Первая команда полгода без зарплаты играла, потом ладно, все получили. Многие из них себя нашли, кто-то тренером, кто-то до сих пор где-то в любительских лигах бегает. А как первая команда экипировалась? Вспомните. Вообще первые игры, в чем вы приходили, как это было? Ну, получается, нам игровую форму, две формы игровые нам подарил Акжаик футбольный клуб. Вот, они нам, получается, костюмы подарили и... Даже не купили, просто подарили. Да, подарили нам вот форму и костюмы. Ну, чтобы мы в единой форме и в костюмах выезжали на выезда. Вот. Вот так было. Ну, сейчас с этим все нормально, налажено. Все Сейчас- ездим в единые пикировки, тренировочные, все ну как положено, как надо. Да, сейчас что говорить? Сейчас у нас, если даже 200 детей, все Да. одеты, обуты, куртки, костюмы, рюкзаки, все то же самое, как и у основной команды. Вот. С этим проблем нет вообще. Ни финансово, ничего. Все стабильно, дай бог, чтобы все так же было. Как говорится, не одноразовый проект, а долгосрочный. Ну, в общем, будущее есть у Волжи. Да, будущее Да, есть. Если честно, Пока много- есть академия, есть будущее, честно. многих я знаю, которые потеря когда создавался, там, 2-3 года. Ну, все так думали, Да. как Помните, который тогда был еще Тайпак. Тулпар закрывался, там хайвей такой стоял. Все говорят, даже Тулпар такой закрыли, куда там только создали. Некоторые смеялись, они там, я их видел, где-то в бане вас кто-то увидел. Они в команды какой-то в бане ходят, там в столовой кушают после тренировки. Какой там, вот такое мнение о таком байтереке я реально слышал. Вот уже сколько лет прошло? Такой момент сейчас пока 6 вспомнил. лет прошло. Получается, когда мы в первый год играли, мы за весь сезон мы обыграли Каспий дома 6-5. Да, Это да. для нас была победа, я не знаю, там все прыгали, кричали, радовались.
И нас после игры Аким, ну, собрал, Асхат Бурлеш. Он говорит, ну вот, то, что вы выиграли, я вам баню, короче, этот организовал. В сауну поехали. Еды там все заказали, там часов 6-7. Ну, кушали, парились, общались. Вот победа для нас, вот это было важно очень. Ну, самый такой вот запоминающий момент, вот, который можно сказать. А люди там всегда будут говорить. Ну. Допустим, ну, Вот прошло уже 6 лет, есть своя академия. Есть... Сейчас сколько детей в академии? Больше 200? Да, больше 200. Больше 200 детей тренируются, а будущее у клуба есть. Есть легионеры, есть хорошие игроки. Нағази сен голды көргем өткенде. Құтылсын соға бер, Мадияр сенікінде. В общем, футзал растет. Далтон, у меня такой вопрос. Есть журналист у нас, ну, довольно-таки известный в Казахстане. Он съездил в Бразилию и там с таксистом или еще с каким-то переговорил. И он там сказал, ну, футбол номер 1 в Бразилии, а он, таксист, его перебил, говорит, не, у нас футбол, спорт номер 1 волейбол, а футбол выше всего. Это так? Или футбол спорт номер 1? Нету. Не, Бразилия сказал, что... это страна футбола. Не, сказал он, Да. спорт номер 1 волейбол, а футбол, можно сказать, почти религия. Да. Таксиста правы тогда. А Это как, так. на каком футзал уровне? Как? Футзал Да. в Бразилию? Ну, тоже так. Ну, конечно, футбол, футзал, да, есть разные, но все равно много, которые любят. Там наша лига в Бразилии, по-моему, 24 команды есть, наша суперлига. Да, и вчера я посмотрел один интервью Фалкон. Фалкон помогал сейчас вместе в федерации футбольной. Они сделали сейчас чемпионат Бразилии, потому что Лига Бразилия, Суперлига Бразилия, 24 команды. А есть команды, которые хотели тоже играть, но уже нету места для этого все. И они придумали сейчас вместе федерация футбольная, большой футбол, сделать чемпионат Бразилии. Команды, которые хотели играть, сейчас есть тоже свою шанс играть чемпионатов. Много клубов с большой футбол играет этот чемпионат, да. Мы видели там Васко есть, Рио-де-Жанейро. Много таких команд, которые с большим футболом сейчас есть мини, которые тоже может играть этот чемпионат. И да, Бразилия, футбол это религия наша, и есть очень много таких болельщиков, которые... Я помню, да, в 2019 году у Коринтианс выиграл Челси, был чемпион мира. И из лучших много, которые такие продал свою машину, чтобы купить билет и туда пойти болеть за Коринтианс. Поэтому, ну, сложно сказать, да, как это чувство, да, только, наверное, кто там живет в Бразилии, только кто там родился, чувствует этот, насколько такие, это, ну, как, типа, важно, да. Да. Вот. Қазақша сұрақ қоя берсем түсінесіңдер ғой да? Заң шықты ғой легионерлер жөнінде. Енді бізде чемпионатта болсын, сборныйға болсын легионерлер тартылмайды. Легионер алғысы келген командалар, клубтар легионерлердің зарплатасын через спонсор табу керек деді. Енді Ақеділ, сенен естіп отырмын, енді өздерінің шыңғыстары бар, Грибанос бар. Барлығының ойынның көрінуімен қатар Егиті Тұлпардан бастады, бәрін білеміз. Ғазиз, сізде Ақтөбеде де біраз легионерлер болды. Жалпы қалай легионерлердің, бізде сырттан келген ойыншылардың команданың дамуына, сіздердің өздеріңіздің жекелей футзалда жүрсіздер, футзалшы ретінде, ойыншы ретінде өсулеріңе септігін тигізді ме? Однозначно. Даже вот на примере сейчас могу сказать. Вот. Сейчас с нами сидит Далтон, да? У нас там вратари местные, Мирамбек и Аскер. Там еще есть младшая из академии. Они все смотрят на него, как он вообще играет. Они у него учатся. Растут за Да, счет растут за него, за легионеров. счет него. Им-то сейчас все вот дано. Просто смотрите. Им же никто не говорит, давайте, у вас там есть там год или два, чтобы вы тоже вышли на уровень. У них есть возможность, тренируйтесь, там подчеркивайте для себя что-то.
чтобы тоже стать хорошим квалифицированным вратарем, также и игроком. Ты с какими легионерами хорошо общался, хорошо играл, с кем взаимодействовал? Ну, у меня много кто. Я, наверное, больше жалею то, что я с Алексом не поиграл в Тулпаре. Потому что это, такой был очень умный игрок. Такой у него интеллект был очень... Мне очень чуть где-то, когда вот пересматриваю где-то игры, я считаю, молод был. Ну, еще мало тогда в Тулпаре играл. Тогда вообще было тяжело попасть, потому что там, когда если у кого-то там карточки или травмы, тогда только ты там мог. Заявку у нас там, допустим, 12 человек было, и еще 2 игрока, тогда лимит был по 20, а у нас там на 2 места 6-7 человек было. Вот. Тяжело было попасть. Конкуренция, а так, да? А так много с кем поиграл, честно. Вот и с Дугласом, и с Игитой, и с Лео, Тайнан. Это, честно, это, мне кажется, они бы в своих сборных, бы даже в Бразилии, они бы усилили. А то, что у нас были такие легионеры, и есть, это для нас большой, огромный плюс. Огонь, а вот ты был в России 3 сезона, да? Да. В каких командах? Я в ЛКС, в Сибиряке. Угу, Сибиря. Да. Там были легионеры? Но у нас в ЛКС был Кодиварец, он до сих пор сейчас повернулся обратно. Яник. Ну, это, честно говоря, я со всеми, с многими столбами играл. Мне вот всегда нравится со столбом играть. Ты ему там отдаешь, он все. Но это вообще был топ. Ты просто ему любую там даешь, он все принимает. Он сам, может и сам развернуть, он знает, когда отдать. И это вообще был, честно сказать, космос тоже для меня. И где-то, я помню, у него травма была. Он говорит, Агуня, честно, говорит, я, говорит, не могу назад бежать. Я ему говорю, слушай, спокойно вообще, говорю, без проблем, ты можешь вообще не бежать. Я говорю, за тебя отработаем. Я говорю, и кто есть еще? У нас, говорю, еще есть, говорю, надо нас, говорю, 3, пойму, тебя обыграть, еще и вратарь, говорю, есть. Так что вообще не волнуйся. И тогда мы в тот год, я первый год вот как раз в России был, и мы сразу чемпионами стали высшей лиги. У нас команда была такая, сплоченная, дружная. На одном, можно сказать, коннекте мы были. Вот. А здесь сен не айтасың? Мен легионерлермен ойнаған осы бәйтерек келген, да. Оған дейін ойнаған жоқпын, алдыңғы жылы сол бәйтеректе, сосын сборныйда ойнадым, болды. Басқа легионермен ойнап көрген жоқпын. Былай олардың ойында қарсыда ойнап жүрсің ғой оларға? Иә, қарсы ойнадым. Конечно, бізге не істейді ғой. Бір командада ойнаса, конечно, көмектеседі, үйренетінің бар олардан. Олар енді мықтысы келеді ғой бізге келгесін. Бізден уровень төмендер келмейді. Соларға өсу керек. Здесь, если посудить, в отличие от футбола, не в обиду футболистам, мне к легионерам от футзала, если честно, вообще никаких претензий. Как болельщика, как журналиста, к легионерам от футзала, которые в футзал пришли, вообще претензий 0. А вот в футболе из-за этого, наверное, такой закон приняли. Но, не знаю, тут, мне кажется, 2 стороны есть вот этого закона. Свои плюсы, свои минусы, да? Лично, как я скажу, там в большом футболе, это лично мое мнение, просто у нас не хватает игроков в большом футболе. У нас просто из-за этого приезжают, допустим, и плюс они свой ценник завышают. Это, конечно, это дело каждого. Если он считает то, что он заслуживает такую сумму, и ему, значит, ее платят, почему? Если у него есть вариант выбрать то или иное, он может спокойно сказать, допустим, если вас не устраивает, ладно, у меня есть еще вариант. Из-за этого то, что говорят, завышают, это их проблемы. Да. Углубляться не будем, но факт в том, что легионерам от футзала меньше претензий, чем к легионерам. Просто видите как? Им, допустим, легче взять там в Сербии, там закрыть игроков там. Сейчас же тем более отменили же лимит у них. И их легче взять там Сербии, соседних государств, России. Белорусы? Да, белорусов. И они не такие дорогие, они приезжают. Футзалда көп не істемейтін өйткені легионерлер ғой сол бізде результат көрсетіп жатыр. Давай, когда к Сереге вопрос подходит, мы все равно назад отходим немного. Первый сезон мы закончили, второй сезон Серега, когда уже первые легионеры появились, первые топовые какие-то игроки появились, первые победы, и нам
Это уже второй сезон или третий, когда Нижат тут. Второй Привет. сезон у нас легионеров только вратарь был, Стремилов Мгм. Владимир. Вот, он с этого, с Гомеля, с Белоруссии. Остальные у нас играли Виктор Клинов, капитан, Дмитрий Двирный, Мирамбек Бикеев, Турихан Досов. Вот, потом играл Арман Каражанов, А Актовский, да? Ерс, Высокий такой. Ерс Сагындыков. И, получается, местные остальные были. Вот. Ну, мы закончили чемпионат на шестой строчке. Мы играли с Атырау плей-офф. Вышли на Атырау. У Атырау 6 бразильцев было. Первую игру Это- выигрываем. Это не тот сезон, когда Ковидный, да? перед каким-то матчем атырауские тренера или менеджеры им по телевизору показали, когда их семьи... Тот же сезон, да? Мгм. И получается, вот обыгрываем первую игру Атырау. Вторую игру играем. Остается, получается, 3 секунды. Токаев, ты помнишь Далтон, да? Это был Да, Токаев отдает передачу Эвертону. Эвертон. Тот, не знаю, за 3 секунды, как он мог попасть прям туда его, в угол. Все. 5-5 по пенальти. Вот Далтон выручил. Не, Рауан. Рауан, да. Я, Рауан был. ну, был... Ты в игре. Ще с бразильский, да, я не могу играть. Да, лимит был. Да. То есть этот, значит, в этом, до плей-оффа ты же основной был вратарь, правильно? До плей-офф? Да, до плей-оффа. Ну, во всем Ну, чемпионате ты же играл. Я играл несколько матчей, да. Мгм. Потом после был Актюбе, мы, да? Да. Да, да, Актюбе. да. Да. Тогда Актюбе играл всего лишь 2 матча только тоже. Мгм. И получается, вот нам забил Эвертон победный. Ты Получается, видел по телевизору, смотрел. значит, да, кажется. вот до пенальти. Вот этот еще их фотограф выбежал, да, поздравлять. Ему красную дали же. Просто тогда, если мы бы вторую выиграли, то мы уже Всё. все же до Это 2 уже побед победа. же был. Да. А вот 3 секунды, А, считай, да. остается, Восемь. пенальти. Мы по пенальти проигрываем. А третью игру мы, ну, и физически, и функционально, и по мастерству мы никак не смогли. Мгм. Мы проиграли. Это в Астане, да, было? Да, в Астане Блин, я было. помню, вот Помнишь эту ты? игру смотрел. Я Да. прям еще... Так, Ну, тоже. такая игрушка веселая была. Я хотел, чтобы вы выиграли. Далтон, да. ты тогда в Пацаны, отрал был? блин, вообще. Я был в Атрал, да. Ты То, в что отрал был? Витек- Иду- Это тот Лондон сезон, вас который играли. по телевизору вам все семьи, дети, жены, удачи Они, желали. да, типа это, да? На видео. Мотивация. Да, на видео. Вот, Да, вот тот это, сезон же, да? это сезон. Да. Это был последний матч, да, до полуфинал, мы против Актюбе. Да. Это мир все придумал, ну, у нас в Бразилии много таких, которые есть такие. Это вообще завез Казахстан, это какао был. Какао. Когда Кайрат играл в первый раз в Лиге Чемпионов, в финале, Он тоже сделал. он сделал так, то, что Ага. чтоб и в раздевалке они все замотивированы были, и они выиграли. Они 4-0, 4-1 вели у Динамо московского, это топ были тоже, лучшие игроки. Там российские были, и одни из лучших в мире, бразильцы, испанцы. И они А. туда их 4-1 вели, и в конце только 4-3. Первая Лига Чемпионов Кайрата. Да. Ладно, углубляться дальше не будем. Қалай биылғы сезон жөнінде де айтып өтейік. Енді сезон басында бастағымыз келді ғой, бірнеше сбор өтті, қалада сбор болды. Маусым басталды. Это жалпы қалай на сезон? Қалай келе жатырмыз деп ойлайсыңдар жалпы? Но сезон начался чуть-чуть скомканный. Чемпионат мира же был. Да. Мы пока готовились, потом сыграли одну игру с ЖТСУ, потом опять пауза была месяц, и потом начали чуть-чуть добавлять. Хорошо сейчас игры постоянно. По сезону что отмечу, мы в этом году, мне кажется, сильнее стали, но где-то нам чуть-чуть не хватает, потому что мы, даже если посмотреть, как мы в прошлом году сыграли в Алмате с Кайратом после Нового года, ну там, честно говоря, Кайрат был там 5-6 человек, у них тоже там свои проблемы были, они нас просто выносили. В этом году мы показали свой характер. Где-то за 2 минуты мы просто упустили победу в Алмате. Потом мы здесь с Аятом тоже за 2 минуты. Где-то нам что-то... Не скажу то, что неудача. Удача за нас, но где-то не хватает нам самим. Надо дорабатывать это. Бірінші саламыз жер. Да. Мы забиваем, потом, быстро пропускаем. Для нас пока так.
над этим И работаем. тоже. кубок-то тоже на Кайрат попали. Кубок сейчас, да, у нас 19 числа. Так что А где играете кубок, кстати? В СК Урале будем. До конца сезона будем проводить в СК Урале. также хотел бы отметить за то, что вот мы так играем, это болельщиков, то, что они приходят, поддерживают, вот эти вот крики, оры, их это мотивирует нас, не сдаваться, где-то устаешь, тем более у нас сейчас укороченный состав, еще Рахамжан ушел, можно сказать, нас постоянно 6-7, потом бывает и 6, то, что карточки, травмы. Последний груз от травм у нас вообще травмы, карточки, и мы вообще в усеченном составе были. А это ты в России поиграл, у нас только много где играл. Где в футзале лучшие болельщики? Где хорошо болеют? Где больше матерят, чем болеют? Ну, у нас я вижу, даже в этих важных матчах, когда Кайрат приезжал, когда семей будет, даже с Каспи, когда играли, мне кажется, вы же с Каспи на игры были, да? Он тогда даже стоя, там сидячих мест нет, люди стоят, видят, на лестницах Но стоят. это им надо отдать должное, Да. честно. Да. То, что люди приходят, 1,5-2 часа стоят. Они даже не сидят, они стоят. Просто это, честно, за это мы их благодарим и хотим всегда ради них выиграть, порадовать их. Но если так по болельщикам, я помню еще, когда в Тулпаре там тоже... Не были в Тулпаре? Нет же. Не были? Нет, в старом зале. Нет, не было. С Тайпаком не приезжали? Нет. И там, получается, у нас тоже небольшой зал был, и там люди тоже так стояли, получается, стояли еще на скамейках, тройной ряд был. И там просто, если ты встанешь, уйдешь, все, этого места больше не будет. Вот тогда мне это запоминалось всегда. А потом, если так посмотреть, в Актабе в начале было прям, когда 13-й сектор приходил. Помнишь, когда Инжу стал Актабе, тогда они начали их поддерживать. Была классная атмосфера, я помню вот это. Я из этого, и после Тулпара, когда распался, я, можно сказать, из этого в Актабе перешел, чтобы ощутить эту атмосферу. Когда ты смотришь, вот когда болельщики же на большом футболе приходят, чтобы ощутить эту атмосферу, я помню, в мини-футбол пришел, думал, хотел. Ощутил? Ну, нет. Тогда они уже начали поменьше их. И сам 13-й сектор только на некоторые игры приходил. А так я вспомню, если честно, можно сказать, только в Каспи, наверное. Каспи тогда, когда там это сумасшествие было. Там как будто это какой-то котел. Ты заходишь, там все вот так. Просто такое ощущение, как будто они сейчас выбегут, и всех нас разорвут просто такое. Дай им волю просто, они просто растопчут нас. В 2023 году мы плей-офф попадаем на Каспий. У них получается Димаш помощник, тренер Аслан Смаков по физподготовке. Так, главный тренер у них был этот... Курский, да? Да. Помнишь ты? Не помнишь? Вот. И получается у них, короче, Кнауб играет. Так, Кнауб, Жума, Раимбек, потом нападающий бразилец, самый забивной был, КБС. КБС, да. Вот. Вот этим составом мы их дома обыгрываем 5-1. Ну, с Петровичем разговариваем, ну, довольны такие, типа, все уже, типа, шанс есть в кармане, как бы. Ну, ладно. Приезжаем туда, полный трибун. Нет вообще даже вот такого квачка свободного. Все занято, стоят, барабаны там орут, короче. Все, играем. Счет 3-3. Второй матч. 3-3 играем, остается 12 секунд. Мы фалим. Нам 6-й фол, короче. Орут. Вова Стремилов в воротах еще играл. И получается вот этот Кайо, помнишь, который в Астане был? 9-й номер. Он левой ногой прям туда, в шестерку, под штангу, прям с носка. Точно прям попадает. Проигрываем, короче. Ну, 4-3. На третий матч выходим. Играем тоже. 2-1, 3-1, 3-2. 3-3 сравниваем. Остается 1,5 минуты. 5-го выпускает вот этот Каю опять. 5-м, да, с угла прям. В ближний угол Вова там. Вот, проиграли, обидно было, блин. Ну, таких болельщиков я еще не видел, честно. Это вообще... Как в Актау. Это, невероятное ощущение. Там просто стоишь, там, давит тебя психология, давит, там игроки не знают, что делать.
мяч принимает, у них вот так голова кружится, там орут, кричат там. ана бір бірлеріне подсказка бәрі естиді. Да, там не слышь ничего, кто говорит. А Актау, наоборот, там с мячом там что-нибудь сделал, там жума, фин там, там аплодирует, гонят там. Их это вдохновляет, и они за счет зрителей они играют. Ну, это мое мнение. А сейчас, мне кажется, такая самая приятная, самая такая вот, где матч-дэй, все вот проходит на уровне, можно сказать, на европейском, на лучших европейских уровнях, давайте так скажу, это в семье. Сама арена мини-футбольная, чистая, уютная, люди приходят, заполняют. Такая там, блин, честно, видно прям они... Уровень, да? Уровень не то, что сумасшедший держит. Молодцы. Европа. И Феррау приехал. А? Феррау еще там был. Ну, либо пока я не видел, да. Но по-любому люди сейчас приходят на Феррау, Мы на скоро с Игиту. ними будем играть. Да. Люди-то все равно знают то, что это лучший игрок мира. Ғазиз, біздің болельщиктер туралы не айтасың сен? Қалай Оралда қалай болеть етеді? Сен Ақтөбенің баласысың ғой, тебе не привыкать, наверное. Оралда болеть етеді ғой, бізге сол айқайлап, біз сол агония жаңа айтып кетті ғой. Жақсы бәрі. Айта алмаймын ештеңе. А былай инстаграмда подписываться етіп, Бізде жазып алдың ана мен рахметте болғанда иә, біз Кубок Қазақстан ойнадық қой. Мгм. Ана полуфиналшы Аят, Қайрат, Ақтөбе төртеуміз Семейге бардық. Ол кезде Семейдің командасы жоқ. Сол кезде біз Аятпен ойнадық полуфинал. Сол кезде вот Семейдің болельщиктері полный трибуна болды. Сол кезде бәрі рахмет деп айқайлады ғой. Біз Аятпен ойнаған кезде вот сол кезде күшті андай не берді да, бізге мотивация берді. Барлығы қазақ балдары болғаны үшін ба, сол үшін. Вот сол кезде мен риза болдым сол Семейдің болельщиктеріне. Сол айта кетейін деп сол. Алтын, как тебе наши болельщики? Где тебе больше всего аплодировали? Где? Тебе больше всего аплодировали? Орда, Больше Жетісу всего? или Уральск вообще? Да? Атырау. Наверное, Атырау, да. Атырау тоже. Атырау ну да, тоже Атырау. там много Там есть, да. Вообще атмосфера. Атырау, наверное, да, и особенно, да, мой играет там в Лиге Чемпионов, наша команда была там, пришел потом Александр Фукин, Дел, наша команда была сильная в этом году, 21-22. И, ну, наверное, в Атырау, да, был. Такие. Келесі ойын бұйырса 8-і Ақтөбеге қарсы. Следующая игра против Ақтөбе 8-го. Как настрой? Победим? Хорошо Можешь позвать настроение. наших Всё. болельщиков? Да, да, особенно домашний матч, да. Настрой, конечно. А с Кайратом кубок. Ну, то же самое. Каждый матч, да, должны концентрация, настрой. Ну, пока должны думать по Ақтөбе. Думаю на Ақтөбе. И... Ақтөбені ұту керек бізге. Бәйтерек ұтпаған ғой Ақтөбені. Соған келатырмын ғой У бәйтерек нас ұтпаған. сейчас домашний тур с Актюбе, потом сразу второй круг начинается выезд на Актюбе. После этого мы приезжаем, и у нас плотный график, мы играем одну игру с Кайратом, потому что 1/8, ну, четвертьфинал, вот. Ну, со многими вот так разговариваешь, с тренерами, там, анализируешь. Они говорят, кубок это, ну, самый непредсказуемый, короче, игра, потому что, ну, один шанс, одна игра, говорит. Вот, говорит, взять Рахмет, говорит, дошли ребята до финала кубка, вот. Своими Так местными что, ребятами. Да, своими местными. У нас есть легионеры, у нас хороший коллектив, сплоченный, вот. Я думаю, все в этой жизни по силам. Да, еще дома играем, да. Еще дома играем, да. Ну, все будет зависеть от пацанов, от ребят, от болельщиков. Как к этому подойдут без травм, самое главное, что было. Все были здоровы. Вот. Да, понимаю. Какой-то до кубка, 19-го кубок. Играем 8-9 Ақтөбе. Да, Потом второй круг начинаем с Ақтөбе. да. Дома одна игра с Кайратом. Очень плотный график. 4 игры и Четыре пятый кубок. Пятый кубок. Сәттілік тілеймін жігіттер. Енді Қайрат ұтылмай жүрген команда емес. Өткенде чемпионатқа барғанда да жеңісті қолдан жіберіп алдыңдар, көрдік ол ойынды. Сәттілік тілейміз. Кубокқа енді барша оралдықтарды осыны көріп отқан болса, Қайратпен болатын ойынға 19 ақпан күні. Во сколько времени? Время еще неизвестно. Начало. Кого? Кубка. Кубка?
известно, 19:00 начало. Потому что среда будет. 19 ақпан күні барша оралдықтарды бәйтерек қайрат ойынын шақырамыз. Рахмет, жігіттер, келгендеріңізге. Сергей Александрович, вам тоже спасибо. Давно хотели записать, не получалось. То у вас слетает, то у меня Ребят тоже. тоже, блин, жалко. Постоянно то мероприятия, то одни, то тренировки, то кто-то на травме, кто-то лечится. Кстати, Поэтому у вас сложно. этот же есть еще, филиалы есть. Вы в Жампиту съездили, теперь следующий выезд в какой район, не Ну, знаешь? вот, ездили, получается, в Жангаутере, в Касталовку. Касталовку ориентировочно в марте месяце. В марте месяце. Далтон, поедешь? Поеду. Поеду, кто захочет. Вот как раз Газис не был, он, Ну, у него ну, сейчас хочет. желание такое поехать. А Газа желание большая. дети очень ждут игроков. Ага. Они больше ждут Нигебу. Да. Не гема. Мне кажется, Не, его он можно одного вообще отправить. красавчик. Персонаж. Да, да. Да, он Персонаж. вообще, он интересный. вообще красавчиком, как он празднует, как он, Ну да, как это у него тоже. удачно что-то получается, он сразу там, Ну это здорово смотришь тоже на него, для да. болельщиков. Они приходят, видят. им как это бы там ни интересно. было, спорт спортом, но раз ты играешь для болельщиков, и ты уже шел. Ну, может, тоже подытожу. Да-да. Ну, мы, можно сказать, как Газис говорил, Байтерек ни разу не выигрывал в Актобе. Одна победа была, это когда в плей-офф, да, у вас? По Да, пенальти да, там. да. Ну, мы тоже А хотим. ничьи были в чемпионате. только. Да, мы тоже хотим. И в прошлом году у нас... Пора уже В сколько. прошлом году мы были близки к победе здесь, когда там вели 3-2. И в конце мы там сами себе наварили и 3-3 сыграли. В этом году мы надеемся, мы будем стремиться, чтобы выиграть. И нам нужна поддержка болельщиков, о чем призываю, чтобы вы пришли, поддержали нас. Мы будем от себя зависеть все делать. И кубок. Кубок это, всегда говорю, то, что это отдельный турнир. Тем более ты потом дальше финал 4. Это такой праздник тоже футзала. И для игроков, и для болельщиков. Это очень классно, когда ты участвуешь в финале 4. И когда можно побороться уже за медали. Где-то в чемпионате может сложнее, а в кубке ты можешь добиться этого где-то более-менее легче. Взять медали какие-то. Вот. Ғазиз, сенің туған командаң келе жатыр. Қалай настрой? туған командам. Туған қалаңның командасы. Иә. Ұту керек сол. Ұтқым келеді Ақтөбені. Басқа ештеңе айта алмаймын. Александр, спасибо, что приехали. Давно хотел записать, так Спасибо получилось. Да. Ждем побед ваших, да. Сыйлар. В конце сезона подведем итоги, придем, если позовете. Да, ребят? Конечно. Хорошо. Будем свободны. Да, можем обязательно. на 2-3 часа спокойно. Ага. Чай Еще, попить, перекусить. еще один вопрос. Угостим. Еще один вопрос. По усилению какие-то есть? Ну, на этот вопрос, ну, могу ответить, не могу ответить Не конкретно, точно, да. просто на конкретно люди есть. Ну, 2 игрока сейчас приедут к нам. Один бразилец, один армянин со сборной Армении. Вот. 2 игрока усиления. 2 позиции, получается. Мгм. Вот. Ждите трансфера, там все объявят. Алихан у нас на сайте. Все. Спасибо, Далтон. Рад Спасибо. был познакомиться. Да. Будем знать, будем верить. Ну, спасибо тебе за возможность тоже, да, поговорить немного, всегда приятно, да. И, ну, как Сергей сказал, если позовут наши, заново будем приезжать, конечно. И, ну, поговорим. Ну, про сезон поговорили, про историю. Если честно, многие даже не знают, что Байтерек думают, ну, на ровном месте создали, им деньги дали, они создали. Немногие знали, что про то, что ты, Сергей Александрович, вы говорили, как он создавался, где вы, что делали, как экипировку доставали, всего этого многие не знают. Будем знать. Сендерге рахмет келгендеріне жаттылық. Осымен тоқтатайық. Сіздердің де уақыттарыңыз бар, біздерде келесі съемкамыз бар. Иә, рахмет сіздерге де сәттілік. Рахмет.